Крымско-татарская культура в Польше. В польском селе Крушиняны прошел татарский фестиваль «Сабантуй». О том, как это было, в нашем сюжете. Керамист Рустем Скибин приехал в Польшу вместе со своим инструментом гончарным кругом. В рамках татарского фестиваля «Сабантуй» проводит мастер-класс. Участники вместе с ним изготавливают крымско-татарскую чашку «Бардак». Крымско-татарской делегации из 11 человек, танцоры, певцы. Вышивальщицы показывают особенности культуры. Их рубашки и полотно пользуются большим успехом. Больше всего нравится, пожалуй, вот керамика. Это первое, на что обращаю внимание. Она потрясающая. Я, правда, не очень разбираю в этих женских украшениях, вышивках. Но они видно, что это да, это прелесть. Это прелесть. Концепт мира, можно сказать, да. Но прежде всего керамика. Но я рад, что я купил рубашку. Крым татарский. Сабантуй объединил сотни людей из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Украины. Показ подачи кофе, обряды хны, как перед свадьбой невесте красят руки, конкурс приготовления блюд – все это позволило больше узнать о культуре крымских татар. Точно вы играете. Главное участие в ней не победа. Их культура несколько потерялась. Делали чебуреки, то есть это было больше похоже на жареные пирожки. Они просто набрали со всех понемножечку всего. Да. В Польше такой фестиваль проходит в 9-й раз. То есть очень важно сегодня для нас найти и передать нашу культуру, нашу историю. Касательно Польши, это огромный пласт сохранившейся культуры, особенно военной. Вот, и то село, и те люди, которые там находятся, тот мизар, который там есть, он открывает нам очень много секретов и тайн. Татары в Польше помнят о своих предках в Крыму, пытаются сохранить культуру. В этом им помогают крымские татары. Эльвина Седулаева, Айдар Умеров, Заман, АТР.